11 объектов социального назначения откроются в Ингушетии до конца месяца. Это лишь часть строительного плана руководства республики. Наряду с новыми школами, учреждениями культуры, здравоохранения появятся и новые квадратные метры жилья. Все это финансируется средствами федерального центра и республиканского бюджета. Амина Бокова расскажет. Совсем скоро список достопримечательностей строящейся столицы пополнится еще одним объектом. Республиканский музей в 2018 году Минстрой России заключил с Республикой Ингушетия 6 соглашений на общую сумму 2 миллиарда 760 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на реализацию 6 федеральных целевых программ, в рамках которых будет продолжено строительство 7 и начато возведение 12 объектов, в том числе и музея. Главным условием включения региона в данную программу послужил факт строительства в республике в 2017 году более 140 тысяч квадратных метров жилья. В целом достигнутый в 2017 году показатель ввода жилья рекордный для Ингушетии. Мы подписали соглашение на 18 это по той же программе повышения устойчивых жилых домов. Это так в разговоре сейсмика. Потом стимулирование жилищно-коммунального строительства. Это у нас 6 объектов социального назначения. И вот это комфортная городская среда. 11 объектов возводятся в рамках программы повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах страны. Это 6 детских садов, 4 школы в городе Назрань и отделение сердечно-сосудистой хирургии на базе Республиканской клинической больницы. Кроме того, в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» будет начато строительство 6 объектов, 2 детских сада на 220 мест и 2 школы на 704 места в Магасе, школа на 540 мест в сельском поселении Яндыре и строительство автомобильной дороги в микрорайоне Юбилейный в городе Назрань. У нас подготовлен график закупок. По графику закупок, соответственно, эти все объекты, которые в соглашении детские сады, школы, которые туда попали, сейчас мы готовим на тендерах. На тендер уже 3 объекта отправлены. Они уже появились в сети в общем доступе. Есть на сайте госзакупки, и уже 3 объекта наших есть. Это 2 школы Мужичи-Сурхахи и отделение сосудистой хирургии. Они уже на сайте есть. Сейчас мы готовим к отправке еще 4 сада. Открытие данных объектов позволит создать 605 рабочих мест, 3464 ученических места и 440 мест в дошкольных учреждениях. А после завершения строительства 22 объектов, возводимых в текущем году, в республике будет создано около 1500 рабочих мест. В этом году у нас еще по Министерству образования большая школа готовится. Это на 720 мест в городе Назрань. 2 детских сада тоже это с ясельными группами, тоже по 220 мест. Вообще в этом году у нас очень много школ вводных и детских садов. 8 мы планируем детских садов, 6 из них сдаточные, 2 переходящие. Среди объектов 2017 года, строительство которых будет завершено в текущем году, 3 детских сада на 220 мест в селениях Кантышево, Новый Редан, Сагапши и Верхние Очилки и 2 школы на 540 мест в Сурхахах и Мужичах. По объектам, вновь начинаемым к строительству, в 2 селах начнется возведение объектов дошкольного образования на 220 мест. В Сурхахах реконструируют общеобразовательную школу номер 1, а в городе Карабулак приступит к строительству новой школы на 320 мест. Это будет уже 2-я по счету школа в городе, построенная в рамках ФЦП. Амина Бокова, Майрабек Мержоев, Новости 24.